Редакция «Фактчек KG» изучила биографию нового мэра Бишкека, 63-летнего Эмильбека Абдыкадырова. Нельзя сказать, что его трудовой путь был насыщенным. В молодости работал плотником, вскоре инженером. С 2002 по 2005 годы занимал должность вице-мэра Бишкека. При Бакиеве чиновник дослужился до заместителя главы Госагентства по архитектуре и строительству. В 2014 году ненадолго стал советником вице-премьер-министра на общественных началах. Согласно данным ОСО KG, новый градоначальник – учредитель ряда компаний. Все они так или иначе связаны со строительным бизнесом. Например, ОСО «Кереге Проект». Там Абдыкадыров – директор и учредитель. Фирма занимается деятельностью в области архитектуры с 2013 года. Но почему-то с 2016 года «Кереге Проект» перестал платить налоги. В ОСО «Нурстроймонтаж» Абдыкадыров проходит как соучредитель. Вместе с ним по документам числится и некая Айджан Османкулова. Она владелица еще двух строительных компаний – Илтекстрой Компани и Росимперия. В 2021 году их совместная стройкомпания оплатила налоги в размере 3 миллионов 300 тысяч сомов. Нурстроймонтаж возводит многоэтажные здания. У компании пока всего 5 объектов. 3 жилых комплекса комфорт-класса Аэропортинский, Солнечный и Келечек уже завершены, а все квартиры в них проданы. Ну а жилые комплексы бизнес-класса Кремлевский и Новый век находятся на стадии строительства. Кстати, жилой комплекс Кремлевский возвели на территории дома-интерната для престарелых по улице Абая. В СМИ эта компания упоминается несколько раз. В 2019 году Нурстроймонтаж заключила договор с компанией One Lead One Trading Limited о строительстве логистического центра на территории СЭС-Нарын. Но местные жители выступили против, после чего договор был расторгнут. На этом список компаний, принадлежащих Абдыкадырову, не заканчивается. В 2020-м он основал еще один бизнес совместно с китайскими инвесторами – ОСО «Международный центр свободной торговли Сарытаж». Фирма тоже не платит налоги. Летом 2021-го новоиспеченный градоначальник стал учредителем еще одной компании – ОСО «Элит Тауэрс». Конторка эта платит небольшие налоги, за 2 года всего 3000 сомов. В этом же году Эмильбек Абдыкадыров занялся выращиванием яблок. Ему принадлежит крестьянское хозяйство «Алма». Сын мэра Улан Абдыкадыров тоже тесно связан со строительным бизнесом. Может ли мэр заниматься бизнесом, и тем более строительным? По закону нет. Возникает конфликт интересов. Но кого это волнует? И уже после появления материалов фактчекеров герои их расследования начали активно заметать следы. В 3 часа ночи после публикации на сайте Фактчек KG этих сведений в учредительные документы ОСО «Нурстроймонтаж» на сайте Министерства юстиции спешно внесли изменения. Это зафиксировал ресурс ОСО KG. Эмильбек Абдыкадыров был заменен на посту директора «Нурстроймонтаж» своим сыном Уланом Абдыкадыровым, а в числе учредителей осталась только Айджан Османкулова. Имя Абдыкадырова больше не упоминается еще в ряде фирм. С 8 утра 10 марта изменения появились в документах фермерского хозяйства «Алма». Мэр больше не директор яблочного сада, но в числе учредителей остался. При этом данных о перерегистрации компании нет, в базе Минюста просто заменили имя. А вот так теперь выглядит профиль фирмы, как будто ничего не менялось с момента регистрации. Фактчек KG просит юристов дать этому оценку. В компании Elite Towers зафиксированы изменения. Произошло это в 5:30 утра. За 6 минут до этого, в 5:27 утра, Абдыкадыров перестал числиться в кыргызско-китайском ОСО «Сарытаж». Редакция Фактчек KG обратилась за комментарием к герою материала. Эмильбек Абдыкадыров не стал отрицать, что был в составе учредителей нескольких компаний, однако заявил, что сразу после вступления в должность мэра поручил своим юристам вывести его из состава учредителей. «Мои юристы сдали все документы в Минюст, а когда те поменяли, я не в курсе. Разве Минюст работает в 3 часа ночи?» В редакцию с письмом обратился представитель компании «Нурстроймонтаж». Так он, по крайней мере, представился. В письме говорится, что журналисты якобы написали о мэре недостоверную информацию, ведь он вышел из состава учредителей этой фирмы и передал в доверительное управление причитающуюся ему долю. При этом в письме не указан ни номер приказа, которым была передана фирма в доверительное управление, ни размер доли мэра, ни лицо, которому она была передана. Журналисты запросили эту информацию как доказательство, что Эмильбек Абдыкадыров действительно покинул состав учредителей фирмы, и главное, когда он это сделал.
на что связавшийся с редакцией человек категорически отказался предоставлять информацию, добавив, что не обязан ничего скидывать.